Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие друзья, мы находимся в селе Вознесеновское. Сегодня 29 марта 2021 года. Цель моего приезда здесь это по тем вопросам, которые мне задавали наши подписчики, что и просили меня приехать сюда, показать условия быть. И в первую очередь я хочу показать наших братьев-турок-месхетинцев, которые здесь проживают в этом поселке с конца 80-х годов. Сейчас я вас хочу познакомить с двумя моими собеседницами. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Сабира. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Венера. Венера, скажите, пожалуйста, начнем с вас. С какого года вы здесь проживаете? Я с 2001 года. Вы с 2000. Да. Откуда вы приехали? С Воронежа. Первый вопрос, который меня интересует. Скажите, пожалуйста, как складывались в первые дни ваши взаимоотношения с местными ингушами? Проблем у меня не было никогда. У нас не было никогда проблем. То есть взаимопонимание, взаимоподдержка, выручка есть? Конечно, есть. То есть вы не чувствовали себя здесь, как будто вы попали среди чужих, там вот такого не было, да? Нет, такого у меня лично не было. А вы с какого года здесь? 90-го. Вы откуда приехали? С Ташкента тоже. Ну, вот вы тоже говорите, что у вас все нормально с местным Нормально. населением. А сегодня как дела обстоят с местным населением, взаимоотношения? Хорошо, как? очень даже. Я работаю в больнице, в детском отделении работала, сейчас сокращение попала дома. Вы сюда приехали же не по собственному желанию, вы приехали, потому что вынуждены были бежать Да. от геноцида. Да. Здесь, в Ингушетии, можно сказать, вы нашли вторую родину. Ну, И все нормально, да, нормально, складывается очень, с местным населением. очень хорошо. А теперь скажите мне, пожалуйста, вот вы попали, вот это ваш домик, в котором вы проживаете. Вот этот домик попал в программу, оползневой программу переселения. Да, попала, получила квартиру, не готова еще. Квартира не готова, поэтому вы не переселяетесь, Да, да? пока здесь находимся. Скажите, вы получили квартиру по программе оползняков? Получили, но у нас вместе со свекровкой. Мы туда не помещаемся, в этот дом. А теперь чуть-чуть поподробнее расскажите. Нам дали квартиру шестикомнатную, но так как у нас там две семьи, мы туда не поместимся. Семья девера, и у меня всего... Сколько комнат? 6. А вы просили, чтобы вам разменяли эти квартиры на 2 трехкомнатные? Да, я ходила. И что вам ответили? Ну, нам сказали, мне сказали, я потому что ходила, мне сказали, что помогут, посмотрят. Но вопрос не решается. Не да? решился, потом меня вообще не принимали туда. Это вы куда обращались конкретно? Администрация Молгобега. В город Молгобек. Да. Понял. Скажите, пожалуйста, вот я в нашем разговоре перед началом съемок вы сказали, что вам воду отключили. Это правда? Ну, да, А давно воду отключили? давно. Воду вам отключили, объясняя тем, что вам надо, мол, переселяться. Ну, да, вроде так. А переселиться вы не можете только потому, что квартиры не готовы. Ну, да. То есть не по вашей вине вы здесь задерживаетесь, Ну, да, правильно? да. То есть у вас проблема с водой. С водой проблема у нас. Больше ничего. Это у вас лично или это во всем селе такая проблема? Во всем селе такая проблема, Проблема у всех. потому что людям Без куда воды, деваться? потому что люди если они до живут сих пор еще. проживают здесь. А в Проживает. больнице, в садике, как с водой? Тоже привозят туда. Тоже без То есть воды. завозная да, вода, завозная да? вода. Да, вода это не, завозная. да, в больнице. Как это? Завозная вода, я не Родителям знаю. приходится платить за Да. эту воду, чтобы детишкам там вода была. Родителям детского садика, да? Да, мой детей? ребенок тоже там. Правда, нас не вынуждают там, чтобы, ну так, нас попросили, чтобы хоть... Скидывались. Да, скидывались. Но по 40 рублей это не деньги, но все равно же детям нужна вода. А вот здесь дома для стирки, для приготовления пищи и так Мы далее. покупаем воду. Вы покупаете. Да. И сколько вам обходится одна 600 тонна? рублей. 600 рублей тонна, да? Нет, там около 2 тонн. 2 тонн, да. Да. А где вы его храните? У вас есть емкость колодицы? У меня есть, да, где-то 2-тонновая бочка у нас есть на колесах. Вот так вот, да. Да, туда. А как с обеспечением газа, света здесь хоть без перебоев все идет? Нет, с газом, светом у нас все нормально. Только проблема с водой, да? Да, водой, да. да. А как здесь насчет рабочих мест? Ваш муж где работает? На поле.
Тоже на поле сажаем, тоже. У меня сестры сажают. А вот бывали ли здесь такие конфликты на межнациональной розни, вот, мол, турки, выселяетесь отсюда, вот такое притеснение когда-нибудь было здесь? со стороны Никогда не Ингушетии? было. Я уже 30 лет живу, у меня 52 года. Никто. Так, теперь скажите мне, ложа руку на сердце, Ингушетия все-таки стала вашей второй родиной? Конечно. Стала, да? Да. Машалла, это радует. Мне 20 лет была, приехала, а теперь вот 50 лет я тут живу. Больше в Средней Азии я тут больше живу. Машалла. Правильно? Дай Аллах, чтобы между Спасибо. всеми народами на этой планете установилось единство, согласие и взаимопонимание. Да, вот еще насчет работы было бы. Да, это еще очень хорошо хорошо было бы, было, да. потому что пенсионеры все-таки Да, как-то еще мы не получают пенсионеры. пенсию. А вот даже вот эти на 100 рублей детские Да. жить, если вот не работать где-то, да, а здесь у нас работы нету, если только поле. Да. А там не всегда вот здоровье Вот позволяет тут работать. плохо, без вот работы нету. Вот это плохо. Работы нету.
Если вам понравилось видео и хотите, чтобы его увидело больше людей, подпишитесь на наш канал, ставьте лайк и напишите комментарий.